Аквапарк, ледовый каток, горнолыжная трасса и колесо обозрения. У жителей и гостей Владикавказа появится новое место для активного отдыха. Его уже назвали осетинским Диснейлендом. Инвестиции в проект «Алания Парк» составили порядка 100 миллионов евро. Поддержку в строительстве оказывает и правительство республики. Все работы планируют завершить уже в этом году. Марина Караева продолжит тему. Привычная дорога на Лысую гору теперь без ям и кочек. Кататься на роликах, велосипеде и просто ездить на машине стало комфортнее. Протяженность двухполосной трассы более 3 километров. Жители ее уже оценили. Я здесь часто бываю. Я бываю на велосипеде, но в основном на роликах. Я думала, что будет прежняя дорога, там камни, кочки. А когда я увидела асфальт, я очень удивилась. Я наоборот обрадовалась, что я смогу еще чаще и чаще сюда приезжать. Новая дорога – это лишь часть масштабного инвестпроекта «Алания Парк». Его уже называют кавказским Диснейлендом. Аквапарк, аттракционы, ледовый каток и современная горнолыжная трасса. Знаковым объектом «Алания Парка» станет колесо обозрения. Аттракцион планируют установить уже в этом году. Его диаметр составит 41 метр. 20 закрытых кабинок смогут вместить одновременно 120 человек. «Алания Парк» станет аналогом крупного спортивно-развлекательного комплекса в Красноярске «Бобровый Лог». Еще одна изюминка проекта – канатная дорога. На северную часть уходит канатная дорога и горнолыжная трасса с искусственным снижением длиной 1,7 км. Да. Канатная дорога уже приобретена, то есть современная, четырехкресельная, французская фирмы «Пома» канатная дорога. Поддержку в строительстве туристического комплекса оказывает руководство республики. Сергей Меняйлов в очередной раз побывал на площадке. На сегодняшний день Проблематика – это северный склон, это решение суда, вступившее в силу, да, на сегодняшний день. Это нам сильно ограничило наше продвижение, потому что мы планировали к 15 января уже построить 15 опор канатной дороги. И вот то, что я с федеральным соцлесхозом разговаривал, Да. там несколько решений. Длинное решение – это нанести границы по решению суда, потом исключить и все остальное. Короткое решение – это проект планировки территории согласовать с Рослесхозом. Да? Работы здесь не прекращаются ни на минуту. Часть объектов планируют подготовить уже в этом году. Канатная дорога, она готова, да? Колесо обозрения идет. И, в принципе, в этом году задача следующая. Поставить канатную дорогу, сделать трассу лыжную, горнолыжную, вы видели по схеме, там и для подготовительных, там бугельные подъемники и так далее. Поставить колесо обозрения. Установка снежных пушек, вот для того, чтобы был снег. Да, значит, и искусственный водоем. И спроектировать уже коммерческие объекты. Да, вот социальные объекты, они уже есть и спроектированы. По словам Сергея Меняйла, нынешний год богат на инвестиционные проекты не только туристической, но и промышленной направленности. Главная задача руководства – успешно их реализовать и вывести республику на новый социально-экономический уровень. Марина Караева, Хетак Гапоев. Специально для программы «В итоге».